Они делают все, чтобы получить ваши персональные данные, используют психологические приемы и очень хотят ваших денег. Мошенники. Кажется, сегодня уже не проходит ни дня, чтобы на телефон не поступил нежелательный звонок. Аферисты идут дальше, придумывают все новые способы обмана. Например, сейчас набирает обороты схема с фейковыми аккаунтами руководителей. Мошенники достаточно тщательно готовятся и предварительно изучают информацию о организациях и, например, ее руководителях. За счет информации, которая находится в открытых источниках, они могут создать фейковый аккаунт в социальной сети или в мессенджере и использовать реальное имя, отчество руководителя, его фотографию. Из такого аккаунта мошенники пишут работникам организаций. Например, просят помочь правоохранительным органам. Как только вы проявите заинтересованность и сделаете то, что вас просят, лишитесь честно заработанных. Еще одна опасность поджидает на электронной почте. Не всегда сообщения сомнительного содержания попадают в спам. Вам в почту может прийти фишинговая рассылка от сайта двойника того же самого Тинькоффа, Сбербанка или других популярных сайтов, или каких-нибудь маркетплейсов, таких как Wildberries, Озон и так далее, где вас просят перейти по ссылке, если вы там что-то выиграли, возможно, просто какая-то рекламная акция или еще что-то. При клике на ссылку вы попадаете на фишинговый сайт, который выглядит почти точно так же, как и оригинальный, и просит вас ввести ваши данные, в том числе, может быть, и банковские карты оплаты и так далее. Если вы введете эти данные, вы их, скорее всего, потеряете. И никакой антивирус не спасет, если вы самостоятельно перейдете на подобный сайт. Нужно быть внимательнее. Больше миллиарда рублей жители Коми отдали мошенникам в прошлом году. Рост таких преступлений на 38%. На уловки мошенников попадаются граждане всех возрастов и различных профессий. Даже те, кто уже давно привык к звонкам из якобы служб безопасности банков и считают себя финансово грамотными. Конечно, самыми уязвимыми являются пенсионеры. Они наиболее доверчивые и открыты к посторонним, не всегда владеют современными технологиями и не могут сразу попросить о помощи близких. Полицейские убедительно просят всех быть предельно осторожными в обращении с банковскими картами. Не делиться секретной информацией о своем счете с посторонними людьми. Вычислить аферистов и вернуть похищенные сбережения крайне сложно. Анна Зубрева, Роман Боровиков, телеканал Юрган.